Ингушские участники весеннего этапа университетские смены провели в Самаре около недели. Все школьники попробовали себя в роли студента в социально-педагогическом университете. Прошли полезное и интересное обучение по дополнительной программе, заявили о себе местным ребятам, профессорам, педагогам и уже отдохнувшие полны желанием поделиться эмоциями от этой поездки. Это была насыщенная неделя, так как мы получали и полезную информацию, и несмотря на это мы отдыхали. То есть спортивные мероприятия, в какой-то день, это был 4-й день, у нас полностью был спортивный день. Мы узнавали о рекреационных объектах Самары и проводили различные занятия на этих рекреационных потенциалах, которые имеются в Самарском педагогическом вузе. Все задания, которые нам давали, были за счет командной работы, то есть мы не делились там на группы, ингуши, башкиры, мы смешивались. Благодаря этому мы с ними знакомились, сдружились. Участница университетских смен Хава Бархоева из пригородного района побывала на обзорных экскурсиях с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев и театров. Посетила лекции с известными экспертами в сфере педагогики, проверила свои знания единомышленников. На выбор было предоставлено 12 направлений, такие как культура, искусство, наука, технологии, туризм и другие. Мое направление называлось «Создавай и дерзай», которое непосредственно помогало в будущем познать себя и понять, чего ты хочешь. То есть это помогало тебе в выборе профессии и выборе дела, в котором ты хочешь видеть себя. Чтобы принять участие в конкурсе, ребятам было необходимо собрать портфолио своих ярких достижений, подготовить эссе на тему «Моя траектория успеха», снять видеоролик, который раскроет миссию движения первых, и разместить его на личной странице в социальных сетях. Как это сделал Ислам Мурадов, ученик 4-й Карабулакской школы имени Ахмеда Бокова. Я считаю, что проекты такого типа очень полезны на данный момент, так как они помогают развить те качества, которые необходимы в современном обществе. Например, такие качества, как умение работать в команде, лидерство, взаимопомощь, ответственность. Такие поездки и, соответственно, новые знакомства с профессорско-преподавательским составом, общение со студентами – это всегда новый опыт, который благотворно повлияет на образовательный процесс детей. Конечно, это для детей очень хорошо. Это развивает их, становятся разносторонне развитыми, другое мышление развивается. Вот, например, у нас в Ингушетии, да, больше детям выделяют на воспитание, на образование, а там они увидели свободу, увидели по-другому мыслящих детей. Это очень хорошо. Движение первых – российский проект детей и молодежи, который и проводил отбор участников весеннего этапа университетские смены. В конкурсе участвовали ребята от 14 до 17 лет. Россия почала, когда Юлия движение первых, я хочу сказать, туап халрах, тахана ахарбеш бабоху кенгушбе, цары тхаялх, дага ика, проект жесар. Проект ахвалваду, дагда еры университетские смены яхтивах ждар. Ухнах тахана вемехпер хожа ялса гвалу такот терцы кота ахары. Солдук безум болуш, учам болуш, яқицац конкурс шкот пинвейна хаварага, сарат омот качул Airways кот. Ахвара тахан вемехпер кагрхвац халбага дешхой дагла цацгич. Шдабхач мехти вей камон голга вей дож عادته саргр حيت شغل حمشواش حيتها بيت تخنا تسجش أرح بخات شغل ده شو بروف أرينتات أول خير سمعت خلاص شو مش عديش واحد بيزش شو أشت بيلقو در شو أشت تيك قدر تحلينا شو ديش وشكول يحقق بين شغل ده هذا آخر университет ديش وشو شو ما محتاج واسيس سانخودوش. Задача университетских смен – заранее подготовить школьников к учебе в вузе и дать возможность включиться в работу молодежных сообществ. Для подростков проект «Университетские смены» – это отличная возможность не только побывать в различных регионах России, но и познакомиться с ведущими университетами страны, их образовательными и научными возможностями. И, быть может, для многих эта поездка стала первым шагом к выбору будущей профессии. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.